Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами продолжаем линейку наших семинаров и мастер-классов. И Марина Владимировна Лебедева, ведущий методист издательства «Национальное образование», готова рассказать нам с вами про цифровое пространство профессионального роста, идеи, проекты, технологии. Марина Владимировна, да, мы с вами начинаем, коллеги, чуть раньше. Добрый день, Марина Владимировна, нас слышно, нас видно. Марина Владимировна. Меня слышно? Да, чуть-чуть, если громкость добавить, чуть-чуть. Начинаем? Коллеги, мы готовы начинать? Слышно? Да. Коллеги, добрый день. Меня зовут Лебедева Марина Владимировна, я ведущий методист издательства «Национальное образование» и являюсь сотрудником Национального института качества образования. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Это цифровое пространство профессионального роста, идеи, проекты, технологии на примере одной нашей цифровой платформы, сайта пространства вдохновения. Вдохновение Space. Ну, не секрет, многие из вас... Так, прошу прощения. Что такое сайт пространства вдохновения? Какие задачи он перед собой ставит? В первую очередь, те принципы и подходы к созданию этого образовательного пространства, они как раз решены именно на сайте путем тех рекомендаций, путем тех интересных идей и подходов, которые хорошо освещены, которые в очень интересных форматах, с помощью фото, с помощью очень интересных видеороликов, которые можно посмотреть и увидеть, какие же подходы именно к тому пространству, которое предъявляет нам требования наша программа вдохновения. Также мы можем понять и посмотреть на те инструменты, которые есть в программе вдохновения, и те методы, которые способствуют развитию ребенка. И тоже в дальнейшем я вам покажу и расскажу, куда можно зайти, как это можно посмотреть и как можно использовать данный материал для своей работы. Также мы освещаем те материалы работы, которые помогают воспитателям, педагогам, специалистам правильно реализовывать те технологии по движению, по освоению программ. И самый, наверное, интересный раздел, самый важный для воспитателей и практиков – это опыт коллег. Это те профессиональные кейсы, которые дают возможность посмотреть, сравнить, может быть, каким-то образом сделать какие-то выводы, повернуть с того пути, если он неправильно, не дает какого-то определенного результата, и выбрать тот верный путь вместе с теми коллегами, которые представляют свой опыт именно в разделе профессиональные кейсы и в разделах нашей площадки, нашего сайта. Также мы можем видеть здесь на этом сайте экспертное мнение. Можно задавать любые вопросы, можно выкладывать определенный материал, получать обратную связь по этому материалу, можно задавать определенные возможности, но в то же время обучаться тому, как работать, что является основой программы и как реализовывать те технологии, которые заложены в программе вдохновения. Вот возможность этого обучения широко представлена в разных форматах. Это и вебинары, это и рекомендации, это, как я уже вам сказала, видеоматериал, это книги. Это очень разносторонняя информация, которая дает возможность педагогу понять, правильно ли он идет или неправильно.
и сделать, в свою очередь, те необходимую коррекцию в своей работе, которая даст более положительные результаты. Вот наша программа. Программа вдохновения. Основная образовательная программа, которая реализовывается у нас с 2015 года. Это инновационно-комплексное решение дошкольных образовательных организаций, которое в полной мере реализовывает требования федерального государственного стандарта дошкольного образования и соответствует всем требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации и Рособорнадзора. Это, я уже сказала, программа комплексная. И вот это комплексное решение, как вот вы здесь видите на слайде, сюда входит и обучение, о чем я уже сказала, информационно-методическая поддержка. Вот эта поддержка в полной мере оказывается именно через цифровую платформу и через те идеи, через те проекты, и через те возможности и методы, которые представлены не только на сайте пространства вдохновения, но и на других цифровых платформах, которые сейчас я не буду вам перечислять, потому что очень много и очень обширная, скажем так, информация. Дальше образовательные технологии организации образовательного пространства. То, о чем я вам тоже уже сказала, это как правильно, как грамотно организовать пространство для того, чтобы оно работало, для того, чтобы оно было удобно детям, для того, чтобы комфортно было детям, для того, чтобы это было развивающе для детей, для того, чтобы это было познавательно. Вот все рекомендации по организации образовательного пространства тоже представлены на сайте в определенном разделе. И в опыте коллег, в кейсах наших коллег, тоже вы можете найти ту информацию, каким путем пойти для того, чтобы правильно организовать пространство и как его организовать, чтобы было удобно не только воспитателю и помощнику воспитателя, а в первую очередь ребенку, для того, чтобы он понимал, что он сам своими собственными руками это пространство сделал, и оно ему удобно, оно ему нравится, и оно его устраивает. Учебные методические и дидактические материалы, которые представлены в данной программе, они дают возможность насыщения образовательной среды таким образом, что дети могут использовать не только в программе вдохновения, но эти материалы могут быть использованы по любой программе. И, в частности, по программе «От рождения до школы», потому что данные комплекты, о которых я скажу немножко ниже, они способствуют тоже решению и соответствуют, выполняют требования федерального государственного стандарта. И вот эти материалы как раз очень хорошо развернуты, представлены на сайте пространства вдохновения не только в плане записи, не только в плане статей и брошюр, и методичек. Они представлены еще в форме вебинаров, мастер-классов и видеороликов, где можно не просто прочитать, где можно посмотреть и посмотреть опыт своих коллег. Также представлена в программе контроль и оценки качества дошкольного образования. Это вопрос достаточно серьезный и важный, и он расписан очень широко и очень подробно, и этим можно воспользоваться. И мониторинг качества дошкольного образования, и карта развития, и журналы наблюдений. То есть все входит именно вот в контроль и оценку качества. Ну, вот те электронные ресурсы, о которых мы с вами сегодня как раз и говорим, потому что очень много электронных ресурсов о издательстве национального образования и, в частности, о программе вдохновения. Туда входит и сайт, о котором мы сегодня с вами ведем речь, и сайт национального образования, где в навигаторе
Первое место занимает дошкольное образование, где мы можем зайти и тоже посмотреть все те рекомендации, все те новинки, все то самое интересное, и наверное, ответить на вопросы, которые перед вами стоят. Это и группы в Фейсбуке, это ВКонтакте, «Дети вдохновения», это и интересный сайт на Национальный институт качества образования, где в полной мере тоже представлена вся информация, и группы в WhatsApp. У каждого региона существует своя группа, и эти группы работают и дают возможность обратной связи, если очень необходимо задать какие-то очень важные, очень насущные вопросы, они получают практически сразу же. И, естественно, те самые обсуждения, которые необходимы, они тоже проводятся именно в этих группах. Вот такой большой электронный ресурс. Ну и вот здесь как раз представлены те сайты, те платформы цифровые для методического кабинета. Для того, чтобы все время получать какие-то новые мысли, для того, чтобы никогда не сидеть со своими вопросами и двигаться по правильному пути, создавая себе правильный маршрут и выбирая верную траекторию. Вот как раз и те самые сайты, которые вы сейчас перед собой видите, это национальное образование издательства и вдохновение Space, о чем мы сейчас будем говорить более подробно, и, естественно, группа ВКонтакте, в Фейсбуке, и вот как раз вот эти, и, естественно, в Инстаграме. Инстаграм тоже очень хорошо представляет нашу работу, практический опыт и отвечает на все вопросы. И вот она наша площадка, наш сайт, который называется «Пространство вдохновения». Вот ее титульная центральная страница, которая гласит «Здесь живет вдохновение». И здесь как раз то самое пространство для обмена опытом, для знаний, для идей в дошкольном образовании. То, о чем я вам уже сказала, дает возможность педагогу не только смотреть картинки, не только смотреть интересные видеоматериалы, но и задавать вопросы и получать на них ответы. И заряжаться теми новыми идеями, реализовывая какие-то очень интересные новые проекты, которые вы уже увидели здесь на видеороликах, которые можно использовать или повторить, если будет такой заказ от ваших детей. Очень легкий, очень простой навигатор, который вы сейчас видите перед собой. И в частности, давайте начнем. Вот здесь 7 вкладок, 7 кабинетов, очень простых в управлении. И сейчас мы с вами посмотрим. Вот первый кабинет, который называется «Философия». И здесь те новые площадки, те новые детские сады, которые хотят реализовывать данную программу, они могут получить очень исчерпывающую информацию, посмотреть наши вебинары, зарядиться тем позитивом, посмотреть, кто основоположник данной программы, какие концепции дошкольного образования внедряются в программу вдохновения, какая же сама по себе концепция программы, ну и какие принципы закладываются в данную программу. Ну, суть, принципы и преимущества тоже можно прочитать, ознакомиться, послушать вебинары, которых выложено вот в этом разделе очень много. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, смотрите, пользуйтесь. Для того, чтобы пользоваться этим материалом, есть регистрация в личном кабинете. Вы в свой кабинет можете брать любой материал, с ним работать, знакомиться, ну, естественно, задавать определенные вопросы. Вот второй кабинет, который называется «Среда».
Он очень любим нашими практиками-педагогами, которые очень любят посмотреть, что же за условия такие для того, чтобы индивидуализация ребенка, чтобы те пространственные условия все выполнялись. Что за центры активности, то есть зонирование, какая структура этого зонирования, какое оснащение здесь используется в этих центрах активности и, в частности, какой используется материал и по какому принципу. Вот это все очень интересно, и вот здесь вы видите то же самое. Здесь вебинары, здесь наши конференции, которые, здесь летние школы представлены, которые можно посмотреть, познакомиться с ними. И после этого, если что-то непонятно, задать вопросы. Можно познакомиться со своими коллегами. Если вы прекрасно видите, и вам очень понравился опыт каких-то своих коллег, на сайте каждая работа имеет свою аннотацию, имеет свой адрес, и вы можете связаться с данным учреждением и задать какие-то вопросы и получить на них ответы. И вот вы прекрасно видите те самые видеоролики, которые тоже интересно представляют и насыщение развивающих предметов пространственно развивающей среды, и все то самое интересное, что используется в центрах детской инициативы. Следующий кабинет – это проекты. И вот этот кабинет тоже очень любимый для наших практиков, воспитателей и специалистов, где представлены разнообразные проекты, как они строятся, откуда они вдруг возникают, если в программе вдохновения нет условно той образовательной программы, как в программе «От рождения до школы», нет тематической основы планирования, не заданы темы. Так вот, откуда же берутся эти проекты? Вот это и можно смотреть, можно увидеть, как реализовываются эти проекты, как их раскрывают дети, насколько интересно, насколько получается результативно те идеи, которые вложены в раскрытие данного проекта, как они заканчиваются, с чего они начинаются, и какие нужны материалы, как их планировать нужно для того, чтобы реализовать ту самую идею и ответить на все интересные вопросы, которые задают нам дети. Вот этот кабинет нам позволяет, и сейчас у нас будет пополняться, расширяться нашему сайту, вот новому сайту пространство вдохновения еще нет года. Но он постоянно пополняется, он постоянно видоизменяется, насыщается и что-то добавляется. И вот сейчас мы хотим сделать вот в этом кабинете, в этом разделе, в этой вкладке копилочку практического опыта по проектной деятельности, где у нас все наши площадки инновационные могут поделиться своим материалом, выложить в определенной форме очень интересные проекты, которые реализовываются в данном учреждении, с теми материалами, которые они использовали. Вот это вот впереди идущие планы в этом кабинете. Следующий кабинет – это яркая идея. И вот здесь вдохновленные теми предыдущими идеями, проектами, формами, которые смотрели на предыдущих кабинетах, вот здесь как раз вы можете их применить в работе. И вот здесь опять-таки очень интересно есть рекомендации. Рекомендации не только теоретические, но и практические. Когда инновационная площадка может абсолютно спокойно, абсолютно креативно прислать материал для размещения на нашем сайте. Как они используют определенные идеи. Вот я вам сейчас здесь показала, например, как бытовые отходы, в частности, те самые коробочки, баночки,
какие-то интересные от конфет оберточки могут служить очень интересным материалом для продвижения проекта или для экспериментирования наших детей. И вот здесь как раз на этой ярмарке именно идей, вот здесь можно почерпнуть очень много интересного. Как из простого йогуртового стаканчика можно сделать шумовые инструменты. Как можно из простых вещей, из бытового простого мусора сделать что-то очень полезное и интересное, как можно его использовать для дальнейшей работы и экспериментов. Следующий кабинет называется дневник стройки. И вот здесь вот мы прекрасно видим на слайде, что здесь представлены такие советы, представлены опять-таки фильмы, видеоролики, фото, коллажи, как можно создать развивающую среду, какие шаги могут быть первые. Опять-таки, это рекомендации и, опять-таки, это обратная связь наших инновационных площадок. Ведь нет ничего похожего. Каждый детский сад – это свой очень интересный живой организм, который выбирает свой путь и который идет тем путем, который присущ только данной площадке, только данному детскому саду. И вот когда вы получаете результат, кто-то немножко раньше, кто-то немножко позже, но те пути, те возможности, которые используются, вот многие площадки делятся, и мы как раз вот в дневник идей заносим все эти интересные идеи. Как можно организовать образовательное пространство, и не просто организовать, а как нужно его обставить, насытить, как нужно его оформить, чтобы это было интересно и здорово. Потому что дети не всегда страдают таким серьезным дизайнерским воображением для того, чтобы при обсуждении, что ты хочешь видеть в своей группе, могли бы сказать. Как правило, заканчивается цветом, как правило, заканчивается мебелью, ну, какими-то, может быть, воображаемыми там героями. И для этого служит как раз воспитатель как помощник. Он подкидывает определенные идеи, которые может посмотреть здесь, в этом кабинете, и предлагает детям. Обсуждают, и начинается работа по организации образовательного пространства, по зонированию и тому, какие материалы дети бы хотели видеть в своей развивающей среде. Следующий кабинет – это обучение и встречи. Ну вот этот кабинет у нас постоянно пополняется, потому что очень много обучения, очень много различных вебинаров, семинаров, очень много конференций, которые проводят Национальное образование и Национальный институт качества образования. Здесь можно услышать и увидеть тех лучших педагогов, те ведущие инновационные площадки и экспертов, которые могут сказать и подвести какой-то определенный итог. И авторов можно увидеть, и разработчиков методов, подходов, этих инструментов работы с детьми. Также можно принять участие в тех мероприятиях, которые заранее планируется. Выставляется анонс, есть программа, вы можете написать по адресу, который будет представлен ниже, все интересные свои идеи, которые вы хотели бы транслировать на мероприятии. С вами обязательно свяжусь либо я, методист, либо менеджер, который работает с почтой, который первый находит данная информация. И тогда у вас есть возможность принять участие и в обучении, и получить между тем сертификат по прохождению обучения данного семинара или участия в конференции. Ну, естественно, получить те знания, топ, который вам необходим. И вот здесь как раз я хочу вам сказать, что для того, чтобы получать Go, требуется много больше ума,
чем чтобы научиться самому. Это цитата философа Монтенья, который сказал, которая действительно очень оправдана. Вот та программа повышения квалификации, которую проводит издательство национального образования, Национальный институт качества образования, она очень ценна. Меня плохо слышно? Коллеги, так меня лучше слышно? К большому сожалению, я не знаю, что можно сделать. Звук включен и практически на всю громкость. Сейчас слышно? Коллеги, вот качество. Давайте мы с вами все-таки пойдем дальше. Если запись будет, я думаю, что вы услышите, потому что звук у меня включен на все 100%. Поэтому, пожалуйста, слушайте внимательно и потом тогда смотрите в записи. Чтобы достичь каких-то определенных результатов, до недавнего времени у нас были очные мероприятия. Это конференции, семинары, где мы собирали в разных городах, где можно было приехать, можно было посмотреть регион, можно было посмотреть учреждения, которые работают по нашей программе, и можно было посмотреть и оценить ту среду, зонирование и то образовательное пространство, которое было представлено. Ну и, соответственно, тот материал, который транслировался. Ну вот случилась у нас вот такая непредвиденная обстановка в форме пандемии и самоизоляции, когда мы сейчас вещаем уже больше на цифровых платформах. Ну, вот в качестве примера я вам хочу привести ту летнюю школу, которая состоялась у нас 10 и 11 июня, и ваши коллеги из Республики Коми принимали очень активное участие. Принимал город Усинск, город Воркута и город Печора. Очень интересный опыт представлен и в период самоизоляции, и работа в очной форме в режиме детского сада центром активности, и проекты, и очень много интересного рассказали специалисты, которые здесь работают. Здесь, естественно, вот в конференции принимало участие более 900 педагогов. Конференция шла очень долго, но очень интересные. Многие от и до посмотрели первый день и второй день, потому что здесь были представлены северо-западного федерального опыт федерального округа. И был представлен опыт Санкт-Петербурга, Ленинградской области, города Пскова, город Великий Новгород представлял своих педагогов, свой опыт. Представлял свой опыт, как я вам уже сказала, Республика Коми, город Усинск, Печора, Воркута. И очень интересная была различная информация, которая помогала воспитателям для планирования рабочих программ и для планирования своей работы. Не только по программе вдохновения, потому что в программе вдохновения нет рабочих программ, но и другие коллеги, которые не работают еще по программе вдохновения, хотят попробовать и взять за основу. Вот та самая летняя школа. Здесь, конечно, вы видите, что были представлены различные видеоролики и презентации с тем опытом работы Санкт-Петербург. И наша замечательная Хабарова Татьяна Валерьяновна и город Печора, 11-й детский сад, и город Печора, 19-й детский сад, и Усинск, детский сад номер 20. Вот здесь вот как раз вы можете видеть, как они присылали фотографии, как они интересно снимали, как они смотрели, как они изучали, как они вдумчиво отслеживали тот материал, который был представлен не только ими, но и всеми регионами, которые они увидели. Ну и вот здесь, конечно, вы видите
Усинский еще принимал участие в нашей конференции летней школы. Это 12-й детский сад. И там тоже в Воркуте, если я не путаю, то 11-й тоже детский сад принимал участие. Замечательные идеи, замечательные были проекты, очень замечательные были представлены реализация тех технологий, которые закладываются в программу вдохновения. В частности, технология план-анализ была представлена именно вашими учреждениями. И следующий предмет, о котором мы с вами будем говорить, это каталог товаров. Здесь вы можете посмотреть, жить в своем личном кабинете, а кто уже нужно заказать в сайте те понравившиеся технологии, те понравившиеся комплекты и те методички, которые вам было бы очень интересно с ними познакомиться. Работа с вдохновением – это полный ПМК, учебно-методический комплекс, который помогает реализовывать программу вдохновения, который вдохновляет, который помогает на уровне управленцев, на уровне нормативно-правовой базы, ну и воспитателям и специалистам определяет те технологии, те возможности, которые можно использовать, и те идеи. И вот сейчас как раз вот и настало то время, когда я хочу вернуться к тем комплексам и рассказать немножечко, буквально очень быстро о том, какие же комплекты представлены и работают везде, и не только в программе вдохновения. Первый методический комплект, который называется «Речь плюс». Это речевое развитие в детском саду, программа речевого развития детей от 3 до 7 лет, которая не просто хранится в коробочке для воспитателя, а которая раскладывается по контейнерам и по полкам, которая вариативно может использоваться в любом центре детской инициативы. Это то комплексное современное решение, которое может и позволяет полноценно, очень эффективно заниматься развитием речи детей, которая дает возможности, охватывает все те направления, которые нужно развивать у детей. Мы знаем секрет, что развивать речь нужно не только у детей, но у детей особенно, чтобы была определенная база. Ну и, соответственно, тот материал для речевого развития, который вы сейчас видите у себя на экранах, это как раз материал, который изготовлен из тех материалов, которые можно копировать, из которых можно делать рабочие листы, которые можно распечатать, которые можно использовать активно использовать для развития речи детей. Здесь есть карточки и для детей, и для взрослых, для педагогов. Задания детям на этих карточках и задания, которые могут транслировать, и те игры, которые могут использовать сами воспитатели. Здесь и типография, здесь и те сезонные картины и поля, которые можно использовать и для рассказывания, и для пересказа, и для заучивания, и просто для обсуждения. Вот сейчас вы видите, здесь перечислять очень много не буду, потому что время идет, и хочется рассказать еще очень много. Как раз слушание, говорение – это самые основные, важные и карточки, которые дают нам возможности изучить слоги, слоговый состав слова, и гласные, согласные звуки, и обобщающие понятия. То есть здесь очень интересные варианты, которые можно использовать. Данный комплект можно использовать в любой программе, но очень хочется сказать, очень
хочется вас нацелить на то, что этот комплект в первую очередь не методический, этот комплект дидактический, он больше нацелен на детей. Естественно, с ним работает, коррекцию осуществляет управляющее действие воспитатель, но многих иногда видишь на полках стоит коробка вне доступа детей. И воспитатель объясняет, что это коробка для того, чтобы проводить занятия. Дорогие мои коллеги, это коробка для того, чтобы с ней работали дети, для того, чтобы они развивались, для того, чтобы они создавали и выдумывали свои интересные новые игры. Вот это тот самый материал, когда дети его просто разнообразно используют в разных центрах детской инициативы. И это дает вам возможность использовать его точно так же и рекомендовать детям. Здесь существует еще диск. Очень интересный вариант, да, на этом диске представлены все те методики, тетради рабочие, типография, которые можно распечатывать, которые можно делать как рабочие листы, не заморачиваясь с копированием. Вот это очень интересный вариант и долгосрочный, и долговечный. Ну и сейчас я хочу вам рассказать еще об одном комплекте, который называется Мата Плюс. Об этом вы уже знаете лучше меня, и сегодня только вы об этом узнали. Это тот комплект Мата Плюс, который обеспечивает реализацию концепции развития математического образования в Российской Федерации, где любой воспитатель может не только познакомиться с методическими рекомендациями, но и посмотреть еще вебинары, мастер-классы, посмотреть видеоматериал, как работает данный комплект, посмотреть те практические советы с подборками новых игр, интересных игр, которые наработали уже непосредственно в своей работе как опыт коллеги наши. Вот это очень интересный материал, который тоже дает нам возможность развить у детей любовь к математическим вычислениям и математическим понятиям. Сейчас появляется еще новый, я немножечко позднее тогда о нем скажу, в разделе АТ+, это быстрый счет. Быстрый счет, он представлен у нас многогранно, не только для школьников, но и для детей школьного возраста. И вот вы видите, здесь очень интересные 4 тетради, которые представляют быстрый счет до 20, быстрый счет до 100, до 1000 и до миллиона. Соответственно, вы можете использовать эти тетради по своему назначению и по тому, насколько дети у вас готовы познать тот математический материал и те вычисления, которые вы заранее, естественно, посмотрите вот в этих методических тетрадях. Это те тетради, это те рекомендации, которые можно посмотреть и которые можно варьировать от своих детей под знания и под развитие детей. Также понимание тех законов математических связей, закономерностей. Вот все представлено именно в этом пособии. Большое внимание уделяется тем проблемным зонам современного математического образования, которое раньше называлось устный счет. Не секрет для всех педагогов, что этот устный счет – это тот самый тренинг, когда мы раньше любое занятие начинали именно со счета. Счет туда-обратно, счет двойками, счет тройками, пятерками, десятками, то есть в зависимости от того, на каком уровне находятся дети в группе. И мы каждый раз тренировали детей, и они ошибочно определяли, считали в уме, если плюсы, минусы, сложение, вычитание, ну и, естественно, состав числа. И вот эта проблемная зона
как-то у нас ушла, почему она и стала проблемной. Сейчас, как правило, не входит у нас в структуру занятия вот именно этот быстрый счет, именно то понятие, когда мы тренируем детей, устно тренируем детей. А сейчас это имеет огромное значение. Видите, у нас сейчас организуются для детей различные семинары, мастер-классы, конференции, где дети настолько быстро считают, настолько умеют быстро создавать определенные цифровые комбинации, что просто диву даешься. Ну, естественно, возможность активного взаимодействия самого педагога, самого воспитателя с обучающимся. Это вот как раз из серии, когда индивидуальная работа с быстрым счетом дает очень хорошие результаты. Нельзя сказать и о всестороннем развитии, которое дает возможность и развивает и любопытство, и творчество ребенка, фантазию, воображение, восприятие пространственное. Ну, я уже не говорю о мышлении, памяти и той активности, и тех интересных комбинаций, которые дети иногда заявляют сами. Поэтому вот данное пособие, оно очень интересно, оно сопровождается квалификацией кадров, и у нас в Национальном институте качественного образования сейчас планируются курсы повышения квалификации, где специалисты будут рассказывать, как работают данные методики, будут рассказывать о том, как лучше использовать это пособие и что и какие результаты нужно достигнуть при индивидуальном сопровождении каждого ребенка. Потому что все детки разные. Кто-то математик, аналитик, а кто-то гуманитарий. И вот еще как раз вот те вкладки именно быстрого счета, о котором я сейчас вам говорю. Это вот как раз для дошкольников быстрый счет до 20. Мы уже не говорим о 10, потому что 10 это уже настолько стало обыденно и не совсем даже интересно и актуально, потому что сейчас дети развиваются намного быстрее и, естественно, уже считают не просто до 10, но до 20. И вот этот комплект, смотрите, он входит из тетрадей, из методических тетрадей, из очень интересных рабочих листов и из тех пособий, которые можно, те же самые вот кружочки, которые можно наклеивать на карточку или на рабочий лист, и тем самым тренироваться в решении математических задач. Еще одно пособие, которое заслуживает своего внимания, это личный букварь. Это, пожалуй, первое пособие в России, букварь для детей с расстройством аутистического спектра. Как научить ребенка с аутистическим спектром читать осознанно, читать и понимать то, что он прочитал, понимать, насколько он может рассказать о том, что он прочитал, пересказать, дополнить. И это очень важно, потому что ребенок с расстройством аутистического спектра, как правило, начинает чтение с не так, как мы обычно учим детей, начиная с буквы А. Ребенок начинает изучать с буквы Я. Я та самая единица, тот самый главный сам для себя, который начинает тот самый букварь создавать ту самую книгу сам для себя, которую потом будет пересматривать, которую будет показывать своим родным, близким, друзьям, приятелям, которым он захочет это рассказывать. И тем самым в этом журнале, в этом букваре собраны тоже очень интересные странички, где каждая страничка позволяет детям научиться читать осознанно. Это карточки, где дети
видят и начинают слово запоминать целиком. То есть идет не от частного к целому, а наоборот, от целого к частному. Этим личным букварем он помогает формировать у детей не только учебную мотивацию, не только обучается читать осознанно, он еще и проявляет интерес к книге, может увлеченно заниматься этой книгой длительное время, ну и готовиться к письму, потому что есть страницы, которые он описывает своей собственной рукой, соединяя клеточки между собой, либо по направлению, либо просто по точкам. Вот такое вот очень интересное пособие, как личный букварь, оно рассчитано не только на детей с аутистическим спектром. Если мы знаем о том, что дети 4-5 лет, ну, будем говорить уже больше о 5 детях, которые тоже не готовы еще осознать от частного. Они тоже запоминают слова, и это не секрет, когда ребенок идет с мамой, начинает полностью читать, даже не читать, а проговаривать, запоминая те вывески магазинов, которые встречают по пути домой или наоборот из дома. Он читает хлеб, читает парикмахерское, читает молоко, но не читает, просто запоминает. Вот тот вариант, когда идет от целого к частному, это как раз обучение ребенка норм 5-летнего возраста, 4-5 лет. Здесь можно рекомендовать данный личный букварь и для детей с задержкой психического развития, но здесь нужно убирать все картинки с обилием различных вещей нарисованных, потому что ребенок больше 7-9 вещей уже не воспринимает тот ребенок с задержкой психического развития. Поэтому здесь нужно быть избирательным в этом личном букваре и в этом пособии. Хотя он очень интересный, он индивидуальный. Вот этот личный букварь рассчитан на каждого ребенка. Дополнять его, пополнять, когда он уже научился читать, можно чем угодно. Даже сделать из него очень интересную книгу-самоделку с включением фотографий, с включением каких-то рисунков, поделок, аппликаций и очень интересных вещей, которые они могут сделать дома вместе со своими родителями. Вот еще одно пособие «Физкультура в детском саду». Эти пособия у нас появились совсем недавно, в период как раз самоизоляции. Очень интересное пособие по физкультуре в детском саду. Это одно пособие – это территория игр и приключений, территория движения и творчества. И еще одно пособие – это занимательная физкультура. Эти пособия предназначены для тех спортивных и сюжетных занятий в физкультуре для детей от 3 лет. Потому что для группы возраста они еще слишком сложноваты. Ну вот эти на практике проверенные рекомендации по определению и по оснащению и по организации пространства, где занимаются дети для таких вот сюжетных физкультурных игр, они дают возможность очень интересно проводить те занятия, которые сейчас на сегодняшний день проводят у нас педагоги. Здесь почему-то мы как-то перескочили. И вот сейчас я как раз хочу подвести такую черту, обобщить свое выступление,
такое современное пространство и что оно позволяет. Здесь я не буду зачитывать, наверное, все, что написано, могу сказать. Это та среда, о которой мы сегодня говорили, это оснащение группового помещения для индивидуализации, это те материалы работы педагога, которые необходимы. И пребывание детей очень интересно будет, если та среда, которую педагоги сделают не только в своей группе, но и вообще в детском саду, она дает возможность как раз и дает рекомендации именно на нашем сайте вдохновения. Можно увидеть, услышать педагогов, повысить через курсы повышения квалификации и не только через курсы, а через просмотр видеороликов, вебинаров, записанных, свой профессиональный уровень и получить тем самым, если это курсы повышения квалификации, получить еще и сертификат о получении знаний. Ну и, как я вам уже сказала, стать партнером того содержания по внедрению той программы вдохновения замечательной, о которой мы сегодня с вами говорили. Это пространство вдохновения, это то пространство, профессиональное пространство, огромное пространство, насыщенное пространство, где, как я вам уже и говорила, можно обмениваться опытом, где можно получать знания, где можно использовать какие-то свои наработки для того, чтобы повысить свой творческий и свой профессиональный потенциал. Это и есть тот самый вдохновение Space. Ну вот, наверное, на этом я закончу. Огромное вам спасибо за внимание. Очень рада была еще раз повстречаться со своими коллегами из Республики Коми. Огромный привет всем. Вот, и пожелания с наступающим вас всех началом учебного года. Желаю вам успехов, понимающих родителей, успешных и интересных ребят и новых свершений, идей с вдохновением. Спасибо вам большое. Спасибо, Всего Марина доброго. Владимировна, за содержательное выступление. Действительно, вы долгое время уже сотрудничаем с Мариной Владимировной и с издательством «Национальное образование». И действительно, у нас есть пилотные площадки по реализации данных программ. Поэтому, коллеги, надеюсь, что информация, полученная в ходе данного семинара, была полезна для вас. Да, со звуком действительно были небольшие заминки, но, сами понимаете, конец рабочего дня, нагрузка на интернет достаточно большая. Я всех приглашаю теперь на подведение итогов семинара. Мы начнем его чуть раньше, планируем начать вот буквально через 5 минуток в 18:00. Всего доброго и ждем вас на подведение итогов.